Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала, гости и мои друзья. Сегодня с вами я, мама Голя. Вот пришло время показать вам свою баню. Я очень рада, очень довольна, что у меня новая баня. Сейчас я вам покажу. Это предбанник. Здесь шампуни разные, гели для душа. Мы предбанники держим. Когда купаемся, кому что надо, собираем, идем в баню купаться. Потому что при горячей бане свойство качества теряется. Предбанник, стены я покрасила светло-бежевый цвет. И потолок то же самое покрасила. Здесь мочалки висят. У каждого у нас свои мочалки, даже у гостей. Шапки. И детские, и взрослые. Здесь у меня чердак, где сушатся наши веники. У меня в бане топится с коридора. Заходим в баню. Заходим в баню. Стоит здесь печка. Здесь мне штукатурили каким-то раствором асбестовым. Я не знаю, правильно вам рассказываю, неправильно. Здесь еще не совсем высохло. Когда высохнет совсем, побелю. Здесь мне клеили кафель. Выбирала я сама. Вот здесь, где паримся, где лавка с цветочками. Мне очень нравится. С потолка до пола кафель. И с этой стороны, и с этой стороны. Лавка. Окно мне поставили евро. Открывается, закрывается. Я вчера последняя купалась, поэтому открыто оставила, чтобы проветривать. Потолок мне сделали с нуля, потому что у меня, вы знаете, потолок рухнул. Сверху доски хорошие стелили и внутри вагонкой обшили. Стены тоже вагонкой обшили. У меня в бане кран. Я воды не таскаю. Под холодную воду бак. Салават поменял плафон. Провел свет с нуля тоже. А здесь тоже кафель специально для пола. Кафель не скользит, шершавый. Ну, вот такой вид у меня бани. Электричество Салават провел кабель каналом. Здесь еще надо будет купить плафон. Чтобы здесь скользко не было, предбанники, я постелила дорожку толстую.
Ну что скажете, мои любимые? Понравилась баня? Мне очень нравится. Детям тоже. Мальчики заставляют меня каждый день топить баню. Они любят париться. Специально у них есть венники маленькие. Пусть привыкают. Да, я очень огорчилась тогда, плакала, ночами не спала. Благодарю Всевышнего, что не дал никому погибнуть, когда потолок рухнул. Я по ночам не могла заснуть, думала, хорошо, что нас не задавило, хорошо, что детей не задавило, хорошо, что рабочих не задавило, а все могло бы быть. Но все сейчас позади, я сейчас радуюсь, не нарадуюсь. Захожу в баню, сижу, любуюсь. А вы знаете, я ведь получила первую зарплату. YouTube мне зарплату прислал. Спасибо вам, мои дорогие, что вы подписались на мой канал, что вы меня смотрите, что ставите лайк, пишите комментарии. Я не могу сказать, что большую зарплату я получила, но все равно часть этих денег я заплатила рабочим. Мне было очень приятно. Если бы вас не было бы, вы меня всегда поддержали. Когда у меня радости, когда горе у меня все. Писали комментарии, не дали закрывать канал. Я очень благодарна вам. Всем своим подписчикам и гостям своего канала я хочу пожелать здоровья, долголетия, много радостных дней, счастья, семейного благополучия. Я всех вас люблю и уважаю. Я жду ваших комментариев. Стараюсь каждому ответить. Но если кого-то пропускаю, пожалуйста, не обижайтесь. У меня очень много дел. Вы знаете, что у меня мальчики есть, за ними тоже надо уход. По хозяйству тоже, огороде тоже. И видео снимать надо. А видео снимать это не очень просто. У меня несколько часов уходит, чтобы видео снимать. Я как маленькая девочка еще теряюсь перед камерой. Снимаю, смотрю, не то, снимаю, смотрю, не то. А когда еду готовлю, что-то, мне очень просто. А когда снимаю, мне тяжело. Время проходит очень много. А монтирует у меня внук. Сама учусь пока. Но если неправильно монтируем, где там не слышно, пишут, я знаю, где-то плохо видно, вы уж нас извините. Мы еще только учимся. Я рада, что вы меня понимаете. Я хочу еще сказать своей дочери большое спасибо. Ведь она мне открыла канал. Я не ожидала, что у меня будут столько подписчиков. Не ожидала, что у меня будут столько друзей. Я не ожидала, что меня будут столько людей смотреть. Всем огромное спасибо. Да, дочь не дала мне тоже закрыть канал. Я плакала и говорю, я не могу. Она мне говорит, мама, пенсия маленькая у тебя, а детей надо на ноги поставить. Что ты будешь в дальнейшем делать? Я говорю, я пойду на работу. Да, сейчас вирус, уже 60 лет, зачем тебе на работу ходить? Туда-сюда ездишь, столько бензин тратишь, машина выходит на износ, ремонт делаешь часто. Она меня убедила. Да, она мне и так все помогала и помогает, но мне неудобно у детей брать что-то. Я должна сама зарабатывать. Я сама хочу детям всем помогать, а не спрашивать, не ждать, когда мне кто-то что-то или дети подадут, или соседи, или друзья, или родственники. Я не такая. Я ни от кого ничего не жду. Я сама при возможности могу помогать. Дочь дала мне удочку. Она мне не дала рыбу. Если бы она мне рыбу дала бы, я бы эту рыбу съела бы. И все. Она, наоборот, рыбу не дала мне, удочку дала. Чтоб с этой удочкой я ловила рыб и много рыбы, чтобы я смогла прокормить себя, семью, детей своих малышей.
и чтобы жила дальше, содержала себя. Вот так с этой удочкой я готова в дальнейшем зарабатывать. Спасибо Розе. Пусть они благополучно устроятся, пусть у них все будет хорошо, пусть дети не болеют, в школу пойдут. Всем спасибо, моим детям, моим друзьям, моим подписчикам, моим гостям. Всем большое спасибо от меня. Мы каждый день с Розой общаемся, она смотрит, она спрашивает: мам, как у тебя дела? Нет ли никаких проблем? Получается ли у тебя? Не получается ли у тебя? Советую с ней. Мы же еще только начинающие блогеры. Она мне подсказывает: так делать надо. 2 дня проходит, и мне звонят: где видео? Почему ленишься? Почему не работаешь? Давай работать. Потом я снимаю, что сняла, выкладываем потихоньку. Днем начала снимать влог, да снимаю вечером. Вот так у меня целый день. Целоваться с Юлей привезли мне березу, и я вязала веники. И больших связала, и маленьких. Маленькие для детей, а большие для взрослых. Он как пахнет, как зашла в предбанник. Запах стоит такой. Искупались Салават с Юлей, с семьей. Уехали. Сейчас пойдут мои мальчики купаться. Они тоже очень любят париться. После них я завершающая. Очень хорошо париться в бане, когда особенно после грязной работы, после тяжелой работы. Прямо паришься, силы набираешь. Баня — это счастье. Мы любимся баню. Мы деревенские, поэтому, что ли, я ванну не люблю. Я не могу в ванной купаться. Могу сполоснуться иногда. И все. А мне надо всегда париться. У меня родители все парились, мои родственники все парятся, кроме нашей Розы. Роза не любит париться почему-то. Она городская. А мы все любим париться. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Спасибо вам еще раз, что вы у меня есть. Будьте все здоровы, будьте все счастливы. Любите, будьте любимы. Желаю, чтобы ваши дети никогда вас не огорчали, чтобы дети ваши всегда были живы, здоровы. Я постараюсь почаще выкладывать видео по возможности. На этом все. Всем пока-пока.